С самого начала этот процесс был внеправовым и продолжает быть внеправовым. Каждое государство может решить само, оно является правовым государством или превращается в разбойничий клан. То, что делает пашиняновский режим, очень похоже на то, как какие-то бандиты, используя свои методы, предпринимают рейдерский захват. Что касается решений стокгольмского арбитража, то мы еще не имеем окончательного решения, это просто промежуточное решение было. Но факт в том, что какое бы ни было решение по этому вопросу, уже такие нарушения были предприняты, что не Николовский режим, не они, а само государство должно это все выплачивать. А это значит, что наши дети и наши внуки должны это все выплачивать, что, конечно, с одной стороны, для нынешнего режима, армянского режима, это не проблема, но с другой стороны, это прямо может влиять на внешние инвестиции, потому что люди видят, что если что-то не по душе правительству, такие вот вещи делаются. То есть я не могу это комментировать в русле права. Это не то, что вышло из русла права, это и никогда и не было в этом. Мы в июне помним, какие публичные высказывания себе позволял премьер-министр.